Было это или не было, трусливые ли смелые, были волки бегунами, были лисы поварами, ворон был советчиком, воробей наведчиком. Когда-то, очень давно, на окраине города Дамаска жили два брата – Касим и Али-Баба. Касим был очень ленивым человеком, мог целыми днями спать и вообще не заниматься никакими делами. А его брат Али-Баба, наоборот, был очень трудолюбивым, работал день и ночь, чтобы у него с братом была еда. Каждый день Али-Баба уезжал на гору, где рубил дрова до самого вечера. А затем он отвозил эти дрова в город, продавал их на рынке, чтобы купить хлеб и мясо на ужин. Как-то раз Али-Баба, как обычно, рубил дрова на горе. Когда работа была закончена, он сложил дрова в стопки и уже хотел было отправиться в город, как вдруг услышал вдалеке топот копыт. Али-Баба увидел, что ему навстречу мчится отряд всадников. На их поясах сверкали длинные острые мечи. Возглавлял их атаман, который ехал на повозке впереди всех. Но самое удивительное было то, что повозка была без лошадей, она ехала сама по себе. Увидев все это, Али-Баба не на шутку испугался, быстро залез на верхушку высокого дерева и спрятался в ветвях. Тем временем всадники подъехали и спешились. Атаман крикнул: «Стой, повозка!» И в этот же момент повозка с атаманом, наполненная тяжелыми мешками, остановилась. Интересно, что это за люди и что у них в мешках? Подумал Али-Баба. Он пересчитал людей, и оказалось, что их ровно 40 человек, не считая атамана. Это же те самые разбойники, которые грабят торговые караваны, не оставляя никого в живых, Сказал он сам себе. Атаман повел своих людей к высокой скале, заросшей травой и колючками. С первого взгляда можно было подумать, что это обычная скала. Но тут атаман сказал: «Сим-Сим, откройся! И как по волшебству скалы расступились, открыв вход в пещеру. Занесите все награбленное внутрь!» Приказал атаман. Разбойники перетащили все мешки, и пещера закрылась. Вот это чудо! Глазам своим не верю. Подумал Али-Баба. Он, конечно, знал, что Сим-Сим — это маленькое растение, из него выжимают масло, но он точно не догадывался, что это слово может раздвигать скалы. Ему очень хотелось посмотреть на пещеру поближе, но он так сильно боялся разбойников, что не осмеливался даже пошевелиться. Атаман сел в повозку и крикнул: «Езжай, повозка!» Разбойники вскочили на коней и ускакали за ним. Убедившись, что разбойники скрылись за горизонтом, Али-Баба набрался смелости и слез с дерева. Он подошел к скале и громко крикнул: Сим-Сим, откройся! И в этот же момент перед ним открылся вход в пещеру. Али-Баба прошел вперед, чтобы посмотреть, что хранилось в пещере. От яркого света Али-Баба прищурил глаза. Вся пещера сверкала и блестела, так много было в ней золота и драгоценностей. Там были и золотые динары, и серебряные дирхемы, грудами лежащие на земле, словно камни на берегу моря. Драгоценная посуда, кубки, подносы, блюда, украшенные дорогими камнями, стояла по всем углам. У Али-Бабы разбегались глаза, и он не знал, за что ему взяться. То он примерит красный шелковый халат, то схватит золотой поднос, то наберет в ладони монет. Успокоившись, он сказал себе: Эти богатства не принадлежат разбойникам. А значит, если я возьму немного золота себе, ничего дурного не случится. Ведь здесь столько всего, что и не сосчитать. Никто не заметит пропажи. С этими словами Али-Баба принялся собирать золотые монеты в 2 пустых мешка, которые нашел в пещере. Как только мешки были наполнены, он подошел к двери и сказал: Сим-Сим, откройся. Выход из пещеры открылся, Али-Баба вышел, взвалил на верблюда мешки с золотом, прикрыл их сверху дровами и счастливый отправился домой. Ох, сколько же работы я проделал сегодня. А еще на рынок ехать надо, эти дрова продавать. Ребята, поможете мне собрать все дрова и вязанки?